Всем доброе утро. Сейчас мы находимся на якутском маркетинговом форуме. Давайте посмотрим, что здесь происходит, что здесь интересного. Люди потихонечку собираются. Играет уран. Я не знаю, как называется эта секта. Пообщаемся с организаторами. Вот, знакомьтесь, Жанна. Всем привет! Ну, такой формат большой, скажем так, в Якутске, мне кажется, впервые проводится, то есть именно на тему рекламы, да, скажем так. Вот. И мы собираемся делать это мероприятие ежегодным, поэтому в следующем году увидимся с вами еще раз. Какая реклама работает? Скорее Инстаграм более эффективно работает именно в Якутске, так как А вы чем занимаетесь? людей очень мало в общепите. Виталий Крюков меня зовут. Из Москвы приехал к вам рассказать про геймификации в СММ, в социальных сетях, как делать, не просто общаться с аудиторией, а делать это в игровой форме, чтобы это общение происходило легче, чтобы им было интересно. Человек не замечает, когда он играет, ему на все равно, и на определенном шаге он готов сделать все, что угодно для вашего бизнеса. Это не только лайки, репосты, а и продажи, собственно, тоже. Угу. Получается, больше тематика Инстаграма, да? Нет, я на самом деле больше по ВКонтакте, и вы его прям недооцениваете, прям совсем недооцениваете. В Якутии более 500 000 зарегистрированных ВКонтакте, более 200 тысяч активной аудитории, и странно, что вы с ней не общаетесь. То есть есть какая-то специфика в регионе, что у нас только Инстаграм, но, как говорят в рекламе, там, скорее всего, не умеете готовить, но давайте учиться вместе. И вообще здорово, что у вас форум этот проводится, что какой-то комьюнити собирается. То есть, как минимум, коль уж мы говорим про SMM, это маркетинг в социальных сетях. Социальные сети у нас везде, в любой точке мира. И учитесь. Пусть у вас офис будет здесь, как у ребят из Майтон, да, как ребят зовут. Да, Майтон. Они же игры по всему миру делают. Какого черта SMM по всему миру не делать, и какого черта не делать там офисы со специалистами здесь, и пусть здесь будет, не знаю, SMM столицы России. Я не исключаю этого, это вполне себе возможно. И работайте, просто работайте, давайте вперед. Наверное, впервые выступали, да, как спикеры? Я второй раз уже. Второй раз, да, но очень волновались, как первый раз был. Ну, получается, больше народу, чем в прошлый раз. Но попытались максимально рассказать, чем мы занимаемся. Конечно, мы те люди, которые красиво говорить не умеем. Ну, скорее всего, если бы мы подготовились заранее, все бы сделали, конечно, мы бы выступили, но у нас все было спонтанно. И, мне кажется, мы донесли, что хотели донести. И, конечно же, мы показали наши ролики. Да, ну рассказывали больше про видеорекламу, да, то, что вы сейчас делаете. Ну, мы вообще никогда не думали, что мы будем какими-то спикерами когда-нибудь Да. на форумах. Когда мы снимали ролик. Да, мы просто делали это. Это за суши. Мы делали это за суши, чтобы покушать. А сейчас это... А сейчас мы уже снимаем ролики. Да, уже профессиональный свет, звук. Круто. Как тебе этот форум? Ну, как формат вот этого форума? Какая-нибудь полезная информация есть? Что-нибудь подчеркнул? Пока нет, пока все то же самое, что я и знаю. Ну, с людьми общаешься, знакомишься? Я познакомилась с прекрасным человеком, которому нужна работа. Как зовут? Мария зовут наша. Студентка? Нет. Школьница, 10 класс. Школьница, да? Одноклассница. Я Шучу, господи, я уже универ, школу закончила, Катя, не топи меня. Очень перспективный человек, да, берите там монтаж, СММ, вообще да, жена. Сами себе похлопаем. Рассказал про Инстаграм, рассказал, какие инструменты рабочие, рассказал про свои ошибки. Но было интересно.
Идет вторая половина форума. Сейчас выступают уже хедлайнеры на более такие узкоспециализированную тематику. Моя тема была, какая реклама работает в ближайшие 3 года. То есть, какие техники сейчас не будут работать, а какие будут работать. У нас регион специфичный из-за того, что меняются клиенты, меняются конкуренты. При этом рынок меняется постоянно, то есть меняется среда конкурентов и клиентов. Если смотреть количество клиентов, кого больше всего, в какой целевой аудитории, то это возраст 25-35 лет. Этих клиентов у нас, по населению, если посмотреть, в нашем городе больше всего. То есть из-за этого закрылись очень много организаций, которые не успели переориентироваться на другую целевую аудиторию. Из-за этого многие организации сейчас работают на волне, то есть работают именно с той целевой аудиторией, где очень много клиентов. Поэтому очень важно, с какой целевой аудиторией вы хотите работать и понимать тенденции рынка, чтобы не закрыться на волне спада рынка. Есть понятие рынки падающие, есть понятие рынки растущие. То есть нужно постоянно контролировать изменения рынка, где у вас ожидается изменение с точки зрения клиента и с точки зрения конкурентов. Поэтому мой совет – постоянно анализировать, смотреть рынок, изучать ваших клиентов и ваших конкурентов. В большей степени наш форум посетили предприниматели, начинающие предприниматели, так и действующие. И, естественно, это наши коллеги, это рекламщики, маркетологи, пиарщики. То есть это такая достаточно целевая наша аудитория. Таким вот образом завершается форум, который посвящен маркетингу Якутске. Что сказать именно по итогам этого форума? Сегодня, на мой взгляд, больше выступали те люди, которые смыслят именно в рекламе, в маркетинге, не просто вот те люди, которые теорией занимаются, да, а те вот действующие предприниматели, специалисты, которые работают в тех или иных организациях, которые занимаются вот конкретно продвижением своих товаров, своих услуг. И они вот делились с теми людьми, которые вот сегодня пришел с участниками, именно своим опытом. Я думаю, что такие форумы, они очень ценны для тех людей, которые вот своими силами занимаются продвижением, для тех людей, которые задумываются, да, каким образом конкурировать на рынке вот социальных сетей сегодня, потому что больше, наверное, разговоров было про Инстаграм, про социальные сети. Всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал, всем пока.